Акция на ТНВ. Made in Татарстан. Сделано в Татарстане. О тех, кто созидает, и о тех, кто вместе с нами меняет мир к лучшему. Гвоздь программы. Вот так в самом начале нашей программы у нас появляется гвоздь. Это торт. Ему не место в самом начале программы. Но скажите, ну вот как можно пройти мимо фирменного магазина Зеленодольского хлебокомбината, который находится прямо на входе? Вы посмотрите, это же просто какая-то сладкая жизнь, дольче вита, высокая мода, торты в вечерних и свадебных платьях. И это не какое-то уникальное производство, какие-то уникальные экземпляры. Это серийное, настоящее серийное производство. И очень жаль, что нам сейчас там на входе придется одеть маски, чтобы попасть на этот своего рода пир во время своего рода чумы. Но как востребован сегодня этот пир? Зеленодольский хлебокомбинат. Давайте посмотрим, как здесь осуществляется сейчас пропускной режим. Многим теперь уже привычная, стандартная процедура. Это первая линия обороны, это температура. Да. Какая должна быть температура? Ну, предел. Ну, 36,7. 36,7 вы меня уже развернете, да? Нет, я имею в виду, доступно. Если 37,2, уже разворачиваем. И алга. Не допускаем. Еще маски, да? И масочку, конечно. Масочку обязательно. Где вы их берете в таком количестве? Вы еще каждый день, да? Это секрет. Да? Сейчас это большой секрет. Огромный. Приятный бонус – отсутствие симптомов, да еще и маска в придачу. Только вот на таких, работающих в эти дни предприятиях, такое и встретишь. А хлебокомбинат работает. Да что там работает? Пашет нынче полным своим составом. Все 400 человек в строю. Хлеб будет в Казани, в Зеленодольске, в Марийском, Волжске. Но не хлебом единым жив комбинат. Жив он скорее вот этим. 500 прибыльных наименований кондитерских изделий. Это детские капкейки с детской тематикой, делают мишек. Мордочки и лапки. Это делаются торты. Уже это здесь баунти, делается с кокосовой стружкой. Это у нас слоеные изделия, слойки. Да, это типа Наполеона. И наполеоновские планы, кстати, о них чуть позже. Но планы эти тут во всем. Могли бы и чуть притормозить в непростые-то дни, вроде недосладкой жизни, но нет. Есть планы на будущее, и бег уже не остановишь. Ну, скажем так, кондитерка не относится, может быть, к товарам первой необходимости, но, тем не менее, тоже производит. Мы тоже будем производить, потому что в указе не указано, там только тип предприятия, а категория работников не указана. Поэтому все работники, которые работают на хлебзаводе, они будут приходить и выпускать продукцию. Ну, в общем, вот эти вот последние дни, последние там несколько недель, они на вас никак не отражаются пока, да? Или что-то все-таки чувствуется? Пока нет. Никак. У нас реализация только увеличилась в торговых сетях на 7%. Увеличилась? Увеличилась. С чего именно? Говорят, сухари сушат люди, хлеб покупают. А, хлебореализация? Да. Хлеба стали больше? Да. Считается, что в год один житель России потребляет 100 килограммов хлеба. Это целый центнер. И вот теперь только представьте себе, как должны работать заводы, которые обеспечивают этим хлебом, ну, как минимум, 3 больших города. Они, собственно, так и работают. Хлеб здесь выпекают по ночам, особенно, круглые сутки практически. При желании вам могут испечь хоть 30 наименований сухарей, потому что здесь производят 30 наименований хлебобулочных изделий. Вот это у вас совсем что-то новое, да? Это шотландский хлеб, мы его разработали год назад. А вот с зернышками, да? Да, здесь у нас семена льна, тыквы, подсолнечника, отруби и овсяные хлопья. То есть тот, кто хочет о своем здоровье, думает о своем здоровье, конечно, этот хлеб ему поможет. И вообще сейчас этот хлеб у нас вышел в топы продаж, очень пользуется спросом у наших покупателей. Значит, практически полдня занимает приготовление вот такого батончика. Да.
Да. А нам-то кажется так, замесил, положил и через... Нет, это большой труд, большой человеческий труд. Люди хотят уже более современные хлеба с какими-то добавками, зернами, на другой муке хотят бездрожжевой, хотят безглютеновой. То есть поэтому, учитывая предпочтения покупателей, нужно искать всегда что-то новое и двигаться вперед. То есть сейчас уже в этом году, уже, я не знаю, в следующем году будет уже не 30, а сколько-то еще там, еще сколько-то? Наименований 7 мы добавим. 7 в этом Да. году? Да, мы планируем. В этом году? В этом году. В этом непростом году? Я надеюсь, что все будет у нас хорошо и все получится. Потратить полдня на каждую буханку хлеба далеко не самый очевидный маркетинговый ход в нынешний безумный и вечно куда-то спешащий век. Но делать то, что привык делать, для успеха нынче мало. Шанс на развитие есть лишь у тех, кто ступает в темноту, не унывая, как говорил Честертон. Предприятие оказалось готово ко всему, даже к изоляции. Хлебокомбинат, он действительно ни на какой отпуск не уйдет, не хочет уходить и уходить не будет никогда. Тем более нам сказали сегодня, что на 2 месяца здесь предприятие обеспечено. Их сейчас можно здесь закрыть фактически на 2 месяца, они 2 месяца будут продолжать работать. Даже если мы с вашей телевизионной группой останемся здесь, мне кажется, мы полгода, год точно проживем. Тем более красивый коллектив, очень все сделано по-современному. Но хлебозавод, предприятие стратегическое, Зеленский хлебозавод, он имеет особую историю. Завод, который не закрывался никогда. Сладкая жизнь, откровенно говоря, не такая уж она и сладкая. Цену вещам в магазине не узнаешь. Если полдня на буханку хлеба, то сколько затрат на создание вот таких шедевров. Но ведь сделано это в Татарстане, а значит, сделано с душой. Но мы будем надеяться, что сладкая жизнь-то не закончилась. На этом предприятии, где мы находимся, сладкая жизнь точно не закончилась и не закончится, а на все остальное, как говорится, на все воля Всевышнего. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.